раз о великом празднике. Какой был праздник у нас 9 мая? День Победы. День Победы. Войны. Плохо. Правильно, им было плохо, потому что они в одночасье повзрослели. Все дети, которые были в то время, когда началась война, они повзрослели. И они начали заботиться о тех, кто еще более беспомощен, и кто нуждался в их поддержке. Они сражались с фашистами, правда ведь? Ну, как они могли, конечно. И дети еще убирали оружие и стреляли в фашистов. Да, они еще и стреляли в фашистов, они собирали оружие, они были в партизанских отрядах, они чем могли, тем помогали. Этого ребенка родители умерли. Да. Сегодня, ребята, у нас с вами состоится громкое чтение одного из рассказов Виктора Драгунского. Виктор Драгунский написал вот такую книжечку «Денискины рассказы». То есть его все рассказы как бы перекликаются с его сыном, потому что он очень любил своего мальчика и все писал о нем, его все приключения. Вот мы с вами почитаем его рассказ «Арбузный переулок». «Арбузный переулок». Вы, пожалуйста, слушайте внимательно, а потом мы с вами обсудим. Я пришел со двора после футбола, усталый и грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер 5 со счетом 44-37. То же самое, что манная каша. Она обязательно с комками, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу, что есть пенки. И я сказал, я не буду лапшу. Папа. Он посмотрел на нас и спросил, о чем тут диспут? О чем такой жаркий спор? Мама сказала, полюбуйся, не хочет есть. Папа сказал, а почему не хочет? Что суп пригорел или пересолен? Я сказал, это лапша, а в ней пенки. Заелся ты, братец. Вот что, сказал папа и обернулся к маме. Затем он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел по-чужому. И я сразу перестал улыбаться. Я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал, и мы все молчали. А потом он сказал, как будто бы не мне и не маме, а так кому-то, кто его друг. Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень, сказал папа. Как не весело, неуютно тогда было в Москве. Война, фашисты рвутся к городу, холодно, голодно. Мне тогда лет 11-12 было, и главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху, и мне все время ужасно хотелось есть. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. И вот однажды иду я по маленькому переулку недалеко от нашего дома, и вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый и беззубый, что ли. Рот у него очень тянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу, а тот продавщице в белом, а та еще кому-то четвертому. И так у них все это ловко получается. Я долго так стоял и на них смотрел. И дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом. Славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в цепочке ошибся. Загляделся, что ли, или просто промахнулся. И, пожалуйста, бах! Тяжеленный арбузище вдруг упал на мостовую, прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка,
а за нею такая багровая красная мякоть с сахарными прожилками. Но я отвернулся и пошел домой. Но не успел я отойти, вдруг слышу, зовут: «Мальчик, мальчик!» Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит: «На-ка, милый, арбуз-то, тащи, дома поешь». И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя. Мы с Валькой отрезали большущие кусищи, и у нас были мокрые уши, и с них капал розовый арбузный сок. Папа отвернулся и стал смотреть в окно. А потом еще хуже. «Завернула осень», — сказал он. «Стало совсем холодно. С неба сыпал липкий, сухой и маленький снег. И его тут же сдували сухие и острые ветра. И еще у нас стало совсем мало еды, и фашисты все шли и шли к Москве, а я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб, мне еще снились и арбузы. И вот однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота. Он просто как будто прилип к позвоночнику, и я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему: «Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок. Может быть, там опять арбузы разгружают, и, может быть, опять один упадет, и нам опять его отдадут». И мы закутались с ним в какие-то бабушкины платки, потому что холодно было страшно, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало, а в арбузном переулке и вовсе никого не было. И мы стали против магазина и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. И я сказал: «Наверное, завтра приедет». «Да», — сказал Валька, — «наверное, завтра». И мы пошли домой. А на завтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали, но грузовик не приехал. Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним, а я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа, и мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже, а они дрогнут и ждут. И я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю. И наклонил потом к себе и выпил остатки, а хлебом обтер донышко и ложку облизал. Захотел есть. Он просто прочувствовал, как его папа в его возрасте во время войны был постоянно голодный. И он был бы очень рад и счастлив, если бы у него в то время была вот эта лапша. Так что, девочки, суть этого рассказа в том, чтобы мы могли беречь то, что у нас есть. То, что у нас есть хлеб, то, что у нас есть еда, кров над головой. И нам нужно это очень ценить. Чтобы не было войны, чтобы дети могли ходить в школу, улыбаться и никогда не голодать.